Дорогой Константин, я очень рада, что вы нашли время ответить на мои вопросы, которые, конечно, очень интересуют читателей и зрителей Туркмен-портала. Вы несколько дней назад приехали в Вену. Вы член австрийско-туркменского общества, что, конечно, всех нас очень радует. Вы приехали на последнее заседание нашего общества, посвященное итогам данного года. Конечно, зрителей, читателей Туркмен-портала интересует вопрос. Расскажите немного о самом себе. Я знаю, вы известный драматический баритон, который выступает в театрах, в ведущих театрах Европы и мира с большим успехом. Вас очень хорошо знают и в Европе, и в других странах. Поэтому расскажите немного, пожалуйста, сами о себе. Во-первых, я хочу поздороваться с замечательной аудиторией. Я знаю, что это будут смотреть зрители и слушатели в мной уже очень любимой стране, благодаря вам, дорогая доктор Бергер, потому что с вашей легкой, замечательной руки, творческого, неравнодушного, любящей людей человеку, мне повезло с моей пианисткой попасть в вашу замечательную страну, Туркменистан. Видите, как вы задали мне вопрос, рассказать о себе, а я рассказываю о вашей стране. Можно так расскажу, через призму отношения к этой замечательной стране, потому что мы летели 15 часов, это для нас была большая честь, все очень быстро решилось, и мы были приглашены, значит, на Венский бал и на концерт замечательного, я считаю, что одного из лучших оркестров, с которым мне доводилось работать. Кстати, он лауреат золотой премии в Вене среди оркестров этого года под руководством заслуженного артиста Туркменистана Расула Кылычева, потому что такого страстного, влюбленного в свою страну музыканта, это большая радость встретить. И вот мы прилетаем в ваш прекрасный Ашхабад. И что я вижу? Роскошную красоту белоснежного цвета. Это была замечательная мечеть. Мы, конечно, посмотрели все глаза, и мы поразились, как вся страна, весь город Ашхабад залит светом. Это свет, как потом я абсолютно точно убедился, свет ваших замечательных сердец, свет вашего труда, вашего таланта, любви к вашей родине. Госпожа доктор Бергер заразила меня этой любовью. Все начиналось в августе этого года. Мы познакомились в Карлсбаде, в Карловых Варах, совершенно случайно. И вот эта замечательная, маленькая, но с огромной силой изящная женщина говорит: Костя, вы не представляете, какая есть прекрасная страна. И мне приятно, что мне довелось тоже увидеть таких же прекрасных людей. И как она говорила, я сейчас немножко с юмором скажу, я думаю, простит меня аудитория, вот, потому что меня поразило, она говорит: Константин, вы не представляете, там на каждой остановке есть кондиционер. Вы знаете, простите меня, пожалуйста, я не поверил ей вначале. Не поверил, правда, потому что я объездил весь мир и был в очень жарких странах и не видел кондиционера. И вот мы прилетели в Ашхабад, мы выходим из этого аэропорта, Нелочка, да, видя сокола, вот вид, благоухающие, потому что они благоухали цветом и разливающейся жидкостью фонтаны, водой, подсветкой, эти огромные проспекты. Я обратил внимание, мы прилетели ночью, Нелочка, и увидели, как асфальт блестит, как он ровен, как он ухожен. Понимая, что летом у вас очень жаркие погоды, то есть вы еще и лучший в мире асфальт производите, молодцы. И вот остановки, я вижу эти остановки белоснежные, каждая остановка в виде какой-то волны. Вы знаете, я так поэтически рассказываю, потому что я артист, певец, это моя суть. И попав в эту страну, я еще раз вас, Неда Леонидовна, благодарю, я влюбился вот с первого взгляда.
Я, наверное, не ответил на вопрос вас, наверное. Да, я хочу сказать, Константин, мне это очень приятно. Но мне Обществу интерес- 16 спасибо. лет. В течение 16 лет все это знают. Я приезжаю 5-6 раз в лет, мой любимый Ашхабад, которому я посвятила свои стихи. И очень много всего. Я очень люблю Ашхабад и все, что с ним связано. Но я хотела бы, это замечательно, ваше такое восхищение этой страной, народом, ментальностью, культурой, искусством. Началось это с аэропорта. Какая красивая женщина нас встречала. Я вообще считаю, что в Туркменистане, и я думаю, вы меня поддержите, вот когда был концерт, в особенности в этом замечательном большом зале, где публика была очень близко, я говорю, боже мой, какие красивые женщины, какие головные уборы, какие платья. Очень красивые люди. И я прямо и сказал со сцены, вы помните, я говорю, спасибо вам, что вы при поддержке вашего замечательного руководства, вашего президента, героя Аркада, этого выдающегося человека, я видел результат их труда. Понимаете, где люди живут красиво, где огромные проспекты, где жилые дома, я сначала не понял, что это жилые дома. Я подумал, что это какие-то музеи, а все это строится для людей. Есть роскошнейшие там больницы строятся, какие изумительные больницы. Он концерт нам показывает. Это все я видел своими глазами. И какие теплые люди. Вы знаете, мне даже Леонид сказал, Кость, надо написать это. Я говорю, все это в моей голове, главное в моем сердце. Масса замечательных человеческих поступков. Вас по отношению лично ко мне, абсолютно новому человеку. Я вас всех очень люблю. Я хочу вас поздравить с предстоящим вашим замечательным днем рождения, вашего День нейтралитета. Это своего рода тоже день рождения вашей, так сказать, такой вот важной вехой. А в следующем году у вас юбилей 30 лет и 70 лет нейтралитета Австрии. Для меня большая честь, я представляю тоже это общество, вот с вашей легкой руки, для меня это большая честь быть членом общества туркмено-австрийской дружбы, и это замечательный юбилей. Но я вам открою небольшой секрет. В следующем году еще есть один юбилей, это, скажу тихо, по секрету, потому что, смотря на эту женщину, поверить нельзя, что у нее 50 лет замечательной деятельности, тоже юбилей, ребята. Я думаю, что Костенька, мы отметим это в вашей надо. стране. Я хочу сказать, дорогие читатели и зрители, замечательно делать с Константином интервью. Можно вообще ничего не спрашивать. Он сам ответит на все вопросы, которые я хотела ему задать. Я все-таки хочу, чтобы еще, пару слов. Константин, в каких странах, на сценах каких оперных театров вы пели? Скажите это, пожалуйста, в заключение. С удовольствием. Я пел во Франции, в Германии, в Штутгарте, в Чикаго, в Париже, в Сан-Франциско. Большой очень список, все не перечислишь. Я пел в Гамбурге, в Мюнхене. Я много где пел и много встречал людей. Но мне хочется говорить сегодня. Во-первых, мы находимся в замечательном месте. Я могу сказать это, да? Мы находимся в Мархенфельдер Хоф. Это знаменитый в Вене сейчас. Мы находимся в гостях нашего общества в лице Нелли Леонидовны. И я вам скажу, что это уникальное здание, это ресторан, в котором были и кайзеры, и знаменитые актеры, весь Голливуд. Тут и Кабалье, и все, и все. И для меня это очень такой важный момент, что из такого где центр огромного количества знаменитых людей, кто здесь бывали, мы сейчас к вам обращаемся, даем интервью. Я хочу вас поблагодарить еще раз, дорогая моя, за то, что вы мне и моей пианистке замечательной Элли Пасик подарили счастье работать с прекрасным оркестром под руководством замечательного Расула Клычева, заслуженного артиста, недавно получившего абсолютно заслуженное такое звание. Чудесные музыканты, изумительная публика, невероятно эмоциональная,
красивое, а бал какой, эти пары в белоснежных нарядах. И на этом балу присутствовал Аркадак. Это ли не поддержка? Ваше руководство, это не надо одевать очки. Ты приезжаешь в эту страну и видишь, что эта страна живет и развивается, и строится под мудрым руководством для людей, во имя вашей замечательной страны. Да здравствует ваша замечательная страна, да здравствует Замечательно. президент, да здравствует Аркадак, Так. и да здравствует народ великого Замечательно. Туркменистана. Константин, Спасибо. спасибо за эту любовь, за это отношение к Туркменистану, к народу, к его искусству, что вы так цените оркестр, это туркмено-австрийский симфонический оркестр «Галкамиш» с его главным дирижером Расулом Клычевым, который мы все очень любим. Очень. Это талантливый Изумительный мальчик. дирижер. Оркестр за последние годы достиг огромных результатов, поднялся уровень, замечательные струны, молодые музыканты, Очень. выпускники А хор какой? консерватории. Медленный какой хор? Хор. Это все осуществляется благодаря поддержке руководства, героя Аркадага, Да. президента Туркменистана. Это все замечательно, что делается для искусства, для народа Туркменистана. Я хочу воспользоваться случаем. Я Архитектура еду какая. в Ашхабад и хочу уже сейчас сказать, я поздравляю Туркменистан, президента Аркадага с 29-й годовщиной нейтралитета 12 декабря. И я хочу уже сейчас пожелать Туркменистану счастья в новом году, здоровья и всего самого хорошего. И хочу воспользоваться случаем, потому что завтра уже Константин покидает Вену, возвращается к себе домой. Пожелать вам, Константин, с Новым годом, здоровья, счастья, чтобы также вы радовали зрителей, доставляли удовольствие своим необыкновенным талантом, своим голосом, своим харизмой и все, что у вас есть. Публика была в восторге от вашего выступления. Вы уехали из Ашхабада, это было только 13 октября, я еще оставалась. Меня спрашивали, а когда Константин приедет опять? Это ведь замечательно, Спасибо. что ваше искусство оценивается зрителями. Это просто замечательно. Успеха вам в вашей деятельности и с наступающим Новым годом. Я два слова хочу. Я хочу в вашем лице поздравить весь народ Туркменистана и прошу передать от меня и от моей пианистки большой привет замечательному народу. Для меня большая честь бывать в этой стране. У нас, к сожалению, нет времени, чтобы это все рассказать. Но, поверьте, это видно в наших глазах. Мы вас очень любим. И ту большую работу, которую вы делаете, я Спасибо. хочу вас поблагодарить. И хорошей вам поездки. С Спасибо. Новым годом вас и весь Спасибо. народ. А закончим словами «Я люблю тебя, мой Туркменистан». Мы любим, Мы любим тебя, наш дорогой Туркменистан. Спасибо. 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 Будьте здоровы. До новых встреч. Супер.